В республике от новой коронавирусной инфекции выздоровело 13 человек. Официальное зарегистрированное число заболевших достигло 22. Главой Якутии Айсеном Николаевым предпринимаются дальнейшие меры по нераспространению коронавирусной инфекции. 6 апреля. В Якутии начался учебный процесс во всех школах, СУЗах и вузах. 136 035 школьников перешли на дистанционное обучение, онлайн на образовательных интернет-платформах и офлайн с использованием электронной почты, электронных носителей. Глава Якутии Айсен Николаев принял решение, что 11 589 учеников, которые учатся в труднодоступных и отдаленных поселениях, где нет технологических возможностей для дистанционного обучения, будут переведены на очную форму обучения с соблюдением всех установленных санитарных норм и профилактических мероприятий. В Нерюнгринском районе начала работу лаборатория молекулярной диагностики, оперативно развернутая в Нерюнгринской ЦРБ, что позволит существенно ускорить диагностику вирусных инфекций в районе. В общежитии Северо-Восточного федерального университета на 500 мест начинается заселение студентов-волонтеров, участвующих в мероприятиях по нераспространению коронавирусной инфекции. Якутская нефтяная компания АО «Саха-нефтегазсбыт» первой в России снизила цены на бензин и дизель в ряде своих АЗС больше, чем на рубль за литр. 7 апреля. Глава Якутии Айсен Николаев утвердил перечень поручений, которые должны повысить эффективность расходования регионального бюджета. До конца года министерства и правительственные организации должны приостановить закупки дорогостоящего оборудования, автотранспорта, компьютерной техники, мебели, а также закупки на проведение ремонта, проведение культурно-массовых мероприятий, за исключением медицинского. Таким образом, высвободившиеся средства направят на меры социальной и экономической поддержки. Глава Якутии поручил главам муниципалитетов усилить работу по контролю самоизоляции граждан, прибывших из других регионов страны. Заработала перепрофилированная лаборатория в городе Мирном и лаборатория при спеццентре города Якутска, которые будут проводить анализы на коронавирус. Алмазодобывающая компания «Алроса» выделила Якутии в общей сложности 147 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом. В День всемирного здоровья я обращаюсь к якутянам, к жителям наших городов, наших сел. Вот все требования по самоизоляции, особенности Якутск, Жатай, Мирнинский, Нерюнгринский районы, будьте добры, соблюдайте. Это очень важно и это очень нужно. 8 апреля. В целях реализации стратегических приоритетов Российской Федерации в Арктике, решения ключевых проблемных вопросов арктической зоны республики, глава Якутии Айсен Николаев своим указом номер 1103 от 8 апреля 2020 года утвердил основные направления государственной политики республики в арктической зоне региона на период до 2024 года. Северо-Восточному федеральному университету имени Аммосова Академии наук Республики Саха-Якутия рекомендовано определить приоритетным направлением деятельности создание и развитие научно-образовательного центра Арктики и Субарктики «Север». Глава Якутии Айсен Николаев стал гостем передачи «Право на справедливость», где рассказал ведущим, как решаются проблемы с дистанционным обучением в республике и об очном обучении в отдаленных школах Якутии. Айсен Николаев принял участие в прямом эфире телеканала «Россия-24», где рассказал о борьбе с коронавирусом в республике, где отметил, что медицинские учреждения Якутии с марта работают в режиме повышенной готовности и наращивают мощности. Мы также готовы в случае необходимости развернуть и дополнительные бригады. Так у нас как раз сейчас проходят по обучению по 10 разным программам. Стажеры, студенты нашего Северо-Восточного федерального университета, медицинского института, для того, чтобы в случае необходимости и мы могли их привлечь для борьбы с этой опаснейшей болезнью. По инициативе главы Якутии в республике ввели пакет мер поддержки бизнеса. На их реализацию из республиканского бюджета будет направлено около 1 миллиарда рублей. Также пересматриваются расходные статьи бюджета республики с целью перераспределения средств на борьбу с коронавирусом. При этом жители Якутии будут получать все полагающиеся им выплаты и пособия. Разговаривал с губернаторами, особо отметил, чтобы те меры региональной поддержки, которые ряд регионов уже приняли, помощь работникам здравоохранения, обязательно оставались. То есть, чтобы было не замещение этих выплат федеральными выплатами, а федеральные плюс региональные. Мы в республике
республики тоже одними из первых в стране установили такие выплаты. Врачам 66 тысяч, медсестрам 40 тысяч, санитарам 20 тысяч. Ну и вот сейчас у нас врачи, которые заняты на борьбе с коронавирусной инфекцией, будут получать практически 150 тысяч рублей, чуть менее 150 тысяч рублей. Это, конечно, очень большая для них прибавка, но я считаю, что эти люди заслуживают такой денежной выплаты, потому что реально они спасают сегодня жизни нас, наших родных и близких, всех наших граждан России. Подписывайтесь на канал. Будьте в курсе последних событий здесь и сейчас.